Воркутинский музей под открытым небом теперь в списке лучших практик страны. По итогам всероссийского конкурса, проведенного Минстроем, из 700 городов одной из номинаций столица мира заняла 3-е место. Если город вновь получит финансирование на колористику, фасады домов продолжат преображаться. Мне очень приятно, когда мой ребенок говорит: «Мам, я люблю свой дом, я люблю свою Воркуту, а значит, у города будет будущее». В Коми благодаря комфортной среде именно Воркута меняется заметнее всего. Метаморфозы уже коснулись 10 дворов и нескольких мест отдыха. Преобразился городской парк. Там установили кованый забор, игровую площадку и главный символ города – фигуру оленя. А аллею пионеров очистили от ненужных конструкций, заменили покрытие и также реанимировали старую скульптуру, привезенную из пустующего поселка. В первую очередь нужно благоустроить все дворы, сделать нормальные парковые зоны, аллеи, там, где люди всегда у нас отдыхали после рабочей смены. Город наш шахтерский, труд тяжелый, поэтому нужно, конечно, все сделать для того, чтобы люди чувствовали себя комфортно. В этом году лидером народного голосования стал Парк Победы, одно из самых востребованных мест отдыха. Сегодня здесь выставка военной техники и главная достопримечательность – памятник героям Великой Отечественной. После реконструкции все это останется, но слегка обновится. Акцент будет сделан на месте сгоревшего спортзала «Горняк». Здесь появится игровая и спортивная площадки в военной тематике, светодиодное освещение и скамейки. Город также продолжит решать проблему пустующих поселков. Каждый год за их содержание муниципалитет платит больше 160 миллионов. Сегодня пустует почти 5000 квартир. В этом году у нас второй этап по уплотнению поселков, в том числе мы захватываем тоже Варгашор, мы заберем 3 дома из оставшихся 4 и полностью будем переселять микрорайон Семзаводской, в котором сегодня проживает 80 семей, он тоже такой стоит как бы на отшибе. Будем переселять в поселок Северный, сметы уже все подготовлены, практически все, выходим на конкурс, ремонтируем и переселяем семьи и закрываем поселок. То есть, в принципе, программа у нас была уже несколько лет, но отсутствие финансирования не позволяло уплотнять поселки. В ноябре в Воркуте исполнится 75, а уже в августе горожане отметят День шахтера. К 2 датам администрация планирует привести в порядок визитные карточки города. Стелу «Шахтерская слава» и знаменитый знак «67-я параллель». На этот раз ремонт пройдет в рамках социального партнерства. Таисия Жакова, Олег Костромин, телеканал Юрган.